История Кыргызстана. События на территории современного Кыргызстана с древнейших времен и до наших дней. Территория современного Кыргызстана играла важную роль на Великом Шелковом пути. Регион занимал стратегическое положение между древними оседло-земледельческими районами Ферганской долины и Таримского бассейна, куда на протяжении всей древней и средневековой истории стремились воинственные кочевые народы Ирана, тюрко- и монголоязычного происхождения. В XIV веке, собственно, носители древнетюркского этнонима «кыргыз» проживали в северо-восточных пределах Моголистана. В XV-XVI веках, укрепившись на Тяньшане и Памир-Алае, кыргызские племена совместно с монгольскими племенами образовали единый кыргызский этнос. В XVI-XVII веках кыргызы в союзе с казахами выступали против Еркенского ханства, государства шейбанидов и Айратского ханства. В XVIII веке, временно оттесненные джунгарами со своих северных территорий, кыргызы не прекратили борьбу и совместно с Каканским ханством сумели организовать отпор дальнейшей экспансии джунгарского ханства и империи Цин. В начале XIX века вся территория современного Кыргызстана вошла в состав Каканского ханства. В результате русско-каканской войны, приведшей к ликвидации Каканского ханства в 1876 году, завершилось присоединение территории современного Кыргызстана к Российской империи. В 1916 году кыргызы участвовали в Среднеазиатском восстании. После установления советской власти в Туркестане было проведено национально-территориальное размежевание. В 1924 году была образована Каракыргызская автономная область, в последующем преобразованная в Кыргызскую АССР. В составе СССР с 1936 по 1991 годы в качестве Кыргызской ССР. Эпоха социализма преобразила Кыргызскую ССР, республика получила развитие своей экономики, культуры, образования и науки, а также обеспечила повышение благосостояния народа. Вместе с несомненными положительными моментами модернизации советский период отмечен негативными проявлениями тоталитарного режима, приведшего к трагедии многих человеческих судеб. 31 августа 1991 года Кыргызская ССР провозгласила независимость от СССР. После обретения независимости Кыргызстан проходит сложный переходный путь по демократизации общества, укреплению государственности и улучшению социально-экономического положения. Недовольство населения нарастанием авторитаризма, преобладанием коррупции и непотизма приводили к массовым протестам и отстранению президентов в 2005, 2010 и 2020 годах.